Я родился в 1946 году, в мае месяце. После окончания войны мое детство прошло в такое время, в трудное, и где-то в 4-5 лет обнаружилось мое стремление к музыке. Вот где бы я ни увидел какой-то инструмент, обязательно я уже не отходил оттуда. И в 1953 году я пошел в школу. Еще будучи октябренком, я пошел в Дом пионеров и записался в кружок «Струнный оркестр». И там через месяц или через два я уже играл на всех инструментах. И вот в 1958 году впервые у нас в Казахстане была первая передача казахского радиотелевидения. Эту передачу открывали мы, оркестр пионеров. Мы играли гимн Советского Союза, «Интернационал». Вот такое у меня детство проходило. И мне пришлось в 15 лет пойти на работу. Я устроился в Алматинскую кондитерскую фабрику. И там, работая разнорабочим, я там увидел художественную самодеятельность. И начал играть на всех инструментах, духовых уже там. И там меня увидел профессор консерватории Шестаков Борис Иванович. И он настоятельно требовал, заставлял меня, чтобы я пошел в музыкальное училище. Я ему говорю, что я ни нот не знаю, ничего. В тебя возьмут. Пришел в училище, меня сразу приняли. С 64 по 68 год я студент училища. И я, значит, начал заниматься уже как фанатик. И через 2 года, будучи еще студентом 3-го курса музыкального училища имени Чайковского, я по конкурсу прошел, тогда существовал такой большой государственный эстрадно-симфонический оркестр казахского радио и телевидения, Казахстана, в общем. И я там прошел по конкурсу. То есть это было начало становления эстрадной музыки в Казахстане. Значит, там у нас работали солистами уже известные Ермек Серкебаев, Бибигуль Тулегенова, Роза Багланова, братья Абусиитовы, братья Абдулины, Муслим Ришат Абдулин, Лаки Кисоглы, Люция Тулешева, Гульвира Разиева. И когда мои преподаватели в музыкальном училище жаловались директору, что я иногда опаздываю на занятия, но я приходил, я свои уроки выполнял задания. Он наотрез им сказал: не трогайте его, не каждый студент играет нашего училища в таком высокопрофессиональном коллективе. Окончив музыкальное училище, я сразу же моментально поступаю в консерваторию. И у меня преподаватель там по специальности был только что закончивший эту Ленинградскую консерваторию с отличием. Это Жаманбаев Базаргали Ажиевич. То есть мне это повезло. Просто как-то повезло. И, конечно, у него были требования большие. Также в училище, учась имени Петра Ильича Чайковского, там у меня тоже были учителя из Латвии, из Эстонии, видные учителя. Учась в консерватории, значит, в 1968 году была уже почти сдача фильма Шакена Айманова «Ангел в тюбетейке». И нас позвали оркестр. И я помню, что Шакен Айманов меня поставил в такой ракурс, чтобы я стоял рядом с Ермеком Серкебаевым, и только меня крупным планом давали. Ну и еще общий план. Это тоже какое-то для меня было событие радостное. Вот. На 3-м курсе, учась в консерватории имени Курмангазы, я, значит, меня просто Гульвира Разиева, наша народная артистка, как только увидит, говорит: Алимжан, тебе нужно обязательно пойти в Уйгурский театр. Тебе обязательно в театр нужно. Ладно, ладно. Я говорю, ну, если я слаб с языком, я с инструментами, ну как я там буду? Нет, ты должен пойти. Я, ладно, и время идет. Потом опять, уже несколько раз. И я пришел в театр, сказал: я вот, мен уйгур балысы, мана месяду шилдим, аяқты шилдим, маяқты оқуатыма, маяқты имплатымдақ ойларым ба, сіләнің мен біздің театрымызға не чықытын келдім, шындақ яқтым маңа.
Манава, да. И меня сразу взяли на полную ставку хормейстером нашего театра. Вот с этих пор я... Ну и вот как только я устроился в этот театр, моментально я начал внедрять свои знания, поскольку я всегда интересовался инструментом, и уже консерватория, я немного уже созревший, я тогда впервые мы пели женский хор, я приготовил, акапелла, это значит без сопровождения, пятиголосие. Это было трудно, но все просто удивлялись, что мы можем это, оказывается, петь. У нас традиционное пение в унисон в народе. Вот это переламывая это. И это так здорово получилось. Потом следующий спектакль, музыка Кудуса Кужемьярова. И, значит, на следующем спектакле я подготовил хоры солистов, и симфонический оркестр у нас был небольшой, и стал дирижировать этим спектаклем, уже как дирижер. И вот много событий таких хороших, много концертных программ. Опять я не останавливаюсь. У меня возникла идея создания вокально-инструментального ансамбля уйгурского. Я нашел ребят. Здесь не было инструментов тогда, электроинструментов. Пошел специально подрабатывать в этом, ну, самодеятельность. И вот мы там собирались и репетировали. В 1973 году дали первый концерт вокально-инструментальный. Это что творилось? Это молодежь, она ждала это. Она грезила просто, она мечтала, когда у нас будет свой ансамбль. Я понял, что нельзя останавливаться на достигнутом. И я попросил, Министерство культуры просил, чтобы меня послали на стажировку дирижером в лучшие театры Советского Союза. Мне удовлетворили эту просьбу, и меня послали в Московский государственный академический театр оперетты. В этом году исполняется 55 лет моей работы в Уйгурском театре. Это очень большой срок. Сколько поколений сменено. С приходом Бахарова у нас такая радость, у нас сменилась вот эта вся обстановка. Вот смотрите, у нас уже нет старых декораций. У нас идет современное оформление, электрооборудование работает. Сейчас, когда заходишь в театр, ты заходишь, как будто ты в какой-то мировой театр заходишь. Это все, это значит, мимо него не проходит не только музыка, все вот это, все комфорт, удобство для всех, кто работает в этом театре. Ну и репертуарный план. Репертуарный план, то, что просит у нас зритель сегодня, то, что просит время, эпоха. Мы стараемся отвечать на это. У нас был главный режиссер Кадыржат Писпаев. И вот он однажды мне сказал: почему ты не пишешь, а? У тебя, ты же можешь, я вижу, что ты можешь писать. Вот напиши мне музыку на 50-летие театра. У нас будет юбилей. Вот какую-нибудь музыку напиши. Вот начнем вот с этой музыки. И я начал писать. Взял стихи Сатарова, это до военных лет, и потом показываю ему. Он говорит: вот это хорошо, вот это хорошо. И потом постепенно, часть за частью у меня получается многочастное произведение, и она получилась как жанр кантаты. Мы ее так и назвали – «Кантата Казахстан». Идея была такая – воплотить ее всеми силами нашего, значит, театра. И я поехал в уйгурские школы, начал готовить детей, чтобы какую-то одну часть дети эти спели наши. Вот 50-летие театра, юбилей, сидит правительство, полный зал, впереди Кунаев, Кужемьяров, и мы открываем этой кантатой. Мощные звуки, тогда симфонический оркестр, вот трубы,
тромбоны, фанфары, возвещаем свою радость. Я-то стою спиной к залу, и потом мне уже мои артисты, Зинатгуль Акбарова, народная артистка, она говорит, вот это да, Алмджан. Там, говорит, Кунаев повернулся к Кужемярову и спрашивает, твоя песня? Он говорит, нет, не моя, и показывает. Ну, это просто здорово. И вот с этих пор я начал писать песни, очень много спектаклей. Чинтамюр Батур мы ставили спектакли для детских спектаклей. Я написал совместно с композитором Исаевым. Потом Махамбет спектакль. Написал музыку, которую отметили в Астане. И вот этот спектакль, он второе место занял среди всех театров. Все показывали Махамбет. Ну и песни, конечно. «Ирадылык аял». В народе она звучит как «Ялгуз аял». И эта песня сейчас знает весь народ. Вот у нас было здесь День Конституции в прошлом году. Мы, значит, отмечали это событие. И я написал песню «Казахстан». Мы ее запели, весь зал встал. И стоя слушал эту песню. Вот такой успех она была, песня. И всего у меня стаж 65 лет. Это очень большой стаж. Поэтому я уже думал, что надо уходить, и уже все, уже надо давать дорогу молодым. Мы приняли на работу молодого дирижера Ялкуна Азизова. Ну, он действительно начал хорошо себя показывать. И вот настал момент, он уже лет 5-6 работает. Но я не останавливаюсь, потому что я сейчас собираю все свои произведения. Я выучил программу «Нотный редактор». И все это я делаю сборники сейчас. Все это, оркестровки теперь уже не вручную. Ну, в наше время этому не учили же. В этом году, 15 мая, исполняется мне 80 лет. Директор наш Бахаров сказал о том, что Аламджан ака, мы должны вас хорошо проводить. И будет концерт. Будет концерт из ваших произведений. Вот. Но эта идея очень хорошая. Это, для меня это грандиозная идея. Это уже у меня волнение за то, чтобы правильно составить эту программу, правильно ее, чтобы сценарий у нее хороший был. Оркестр уже мы соединили, народный оркестр «Нова», и набрали инструменты симфонические, скрипки у нас, виолончели, альты, флейта, гобой. Вот сейчас фагот будет, контрабас. Вот это все вместе, такой синтез. Бу яшқа еткенлем ба, етмегенлем ба. Мұшы яштан өтіп кетсін. Мұшы менің қарындашларым, менің білен ішлеп алған достарым аман болсын, саламатлық болсын. Біздің ұлық бір шайырымыз Лутфул Мүтәлләп шындақ бір шейір етқан. Вақыт алдыраңғы сақлап тымайды. Жылла hayatның яман оғырсы, аққан сула, атқан таңла қайтыланмайды. Yorg жылла hayatның яман оғырсы. Әқиқаттан жылла hayatның әқиқаттан оғырсы. Бірдәмді әшпәштегіші мана Аламджан ака Ахметжан оғылға 80 yaşa kepti. Yakındılı bizne bir top yaşlarını şu tiyatrdan Şahin Şavayev rejissör, dramaturg akımız işkisi bizne Teşkenge yollanma bilen Teşkent Tiyatro Ressamçılık İnstitutu'na bir grup Uygur grupusunu şu yakka gelecek tiyatromuzun aktörler kadr meselesi topluluğu da şu yakka bir okugandık. Alamcıkamның da kadrlar mana Uygur teatrdım az öz vaqtida rahmetlik Aztakam degan Farhat esing bo'lsin Alamjan birdan-bir shu notani yaxshi bildigan, shu naqshlarni kasbiy darajada notaga tushish tarafdan Alamjanning oldiga o'tadigan kasbiy dirijorlar, kompozitorlar yo'qmi o'rinda deydigan.
Hakikaten hazır özümüzün işimiz yetip buraya geldik. 70'i takap kalsak mı? Şunda kadrının mana birdemde de 80 kirişi elbette bir taraftan müyüsünse, bir taraftan hani hoşal boluşunun ornu yok. Sebebi şunda kadrımız mana demir çıkıp git vardı. Fırsattan faydalanıp alınca iş qilib dam olishimiz yaxshi bo'lsin, yaxshi dam eling. Biroq sizni biz hech qanday unutmaymiz, siz bizning ustozimiz. Ko'p narsaga o'rgatdingiz. Sizning emgingiz bebaho teatrimizga. Ya'ni oldimizda yaxshi klassik asarlarimiz, yangi dramalar bo'lganda sizni albatta teatrimizga taklif qilamiz. Salomat bo'ling, dam olishingiz yaxshi bo'lsin. Har doim biz sizni qo'llaymiz, quvvatlaymiz. Alımcan akam üzerine ustazım dep hesaplayma. Nimishke degende Alımcan akam ikimiz nurgun bir iş yıldık. Onu diken ustazım deydiğinin sebebi, yani bir sebebi var. Onda konu bizmiş okuş küçükkende Alımcan akam dersçiler bizni rahmetli Şaym akam ikisi bizni Uygur aylarga apırıp ılgap bizni teşkerlege okuşlarga apırıp düşürüp her seksiyelerde bizni yoklap turardı çok. Yani Alımcan akam hazır mı kösap, как будто bizim akımız, ustazımızdek aşlak bilindi. Onun için nurgun жылы mana 83 жылы театральный институтын бүтүрүп келип, mana бүгүнкү күн иштеп атканыбыз mana 43 жыл болсо ма, Alımcan akam mana Екинде театрдын демилишке кетти. Уш күн кече бири-бирибизди иззатлашып, hurmatlashib көсөм, как акам ретинде, как устаз ретинде мен катты hurmatlайм Alımcan akam. Ben Жамбекіште оқылады театрының майш аз yetmeydi iştimge. Kafelerde işleymiz. Akşam için Kaşgar'da işten çıkıp Kaşgar'ın kafeye barımız. Ben üye bağında biz Uygur ayındaki gele anca oruç bilmeyimiz. Kafelerde akazısa oruç nakşıncık içi gerek. Şulama adam tapama yani Alımcan akam ustazım bağındık. Alımcan akam şey berip kafeye binana bilişilsiniz. Böyle nakşılayın etsaq dedim. Boldu fukam barma dedi. Alımcan akam oruç nakşılayın dedim. Ben Uygurçalayın dedim. Bu öz kızık adam o hayatı da. Bir günü benimle böyle işki bal var. Bir gün kafeye menmiş Anarkan spektakl bağım. Keçki basam Alımcan akam orundu yok. Zallık adam tol ketdi. Sonra kesimdeki ballar ya Alımcan akam kene desem. Mesela jüret dedi. Ne jürde de tersem. Қарасам Alımcan akam ішінің қишы тұрапты, аппақ көйнек, ақ галстук, ақ бүрік, әміміз аппақ келіп, ішінің қишы кірген адамлар, келіңла, жұқыр етіңла, маяқ өйтіңла деді. Alımcan akam аяқ өйтіңнен қатсыз, десе брат қишім кепті. Мұлачы қара, мені мұш ресторанның басшылықта қапты деді. Әшті қызық адам де Alımcan akam. Ана қазір Alımcan akамлам чоң болды, екінде Құдайым болса 80 yaşlar кірдіке. Бірақ андай Alımcan akamdaki teatrda nurgun emgek sunduğun adamlar az dep ойлаймын. Alımcan akamga men salametlik tileyman. Ömür uzak bolsun. 80 emas 90, 100 yaşlar kirsin deyman. Ayılsı da baxtlik bolsun.